Понимаю то, что мы отстали от времени практически на 50 лет, грубо говоря. ГПИ, проектный институт. И, честно говоря, она уже как бы превратилась, можно сказать, в получастную лавочку. Слушайте, вот в Осман, ну, честно говоря, никто не верит. Ну, ребята, вы действительно, говорит, там что-то за голову взялись. Дом стоял на десятки сотках, плюс еще там 50 соток огорода, еще плюс там 3 гектара земли, там пашни. Мы в 70-х годах застряли. Остаться в истории как реформатор. Касательно по незаконно построенным объектам, их, честно говоря, более сотни. И они имеют размер от 3 этажей до высотных домов, целых комплексов. Соответственно, по каждому из них мы проводим работу и стараемся, чтобы наши граждане не попадали в неудобные ситуации, когда будут приобретать квартиры в этих домах. Да, некоторые компании пришли, уже начали работу по легализации. В этой части нами на данный момент внесен проект постановления Кабинета министров Кыргызской Республики о единовременной, так скажем, амнистии. Кроме этого, до этого еще ряд компаний пришли и сами на добровольной основе пошли уже навстречу, и, соответственно, по ним проводятся работы. Я вам сразу скажу, что это не однодневная и не месячная работа по легализации. Это очень сложная процедура, и, исходя из этого, она может затянуться. Но в любом случае мы эту работу не приостанавливали и стараемся ежедневно, так скажем, выявлять такие объекты, чтобы без каких-либо разрешительных документов вообще не строим. На стадии котлована мы приостанавливаем, даем требования, штрафуем, доводим до того, что вносим судебные иски. И, исходя из этого, это все дает свои плоды, результаты, благодаря которым в последнее время, ну, можно сказать, последний год, строительство незаконных объектов полностью уже прекращено. Нет, честно говоря, это тоже под особым контролем. Без каких-либо контрольных карточек им не обойтись. И, соответственно, если будут такие моменты, мы готовы принять самые жесткие меры в отношении своих же сотрудников, вплоть до обращения в правоохранительные органы. Мы сразу говорим о том, что мы никого не жалеть не собираемся, прикрывать тоже не собираемся. Кто будет замешан именно в коррупционных моментах, мы беспрекословно, сиюминутно будем избавляться от таких людей и давать материалы правоохранительным органам для дачи юридической оценки. Здесь 585 лицензий, это все лицензии 4-го уровня, сразу замечу. Это те лицензии, которые вообще не имели права работать без каких-либо разрешительных документов, и тем более без лицензий. Но попались такие компании, которые сами же не знали о том, что у них имеется лицензия 4-го уровня. Вот, понимаете, да, это вот именно казусы, которые мы выявили. Ну, в свое время они получали, я не знаю, каким образом это все они получили, но попросту не работали. Акнет, что за эта компания? Ну, интернет-провайдер. А при чем тут строительство? Вот вопрос вот. Я знаю, очень хорошо знаю деятельность Акнета, то же самое, и она, я ни разу не видел, чтобы они занимались строительством. А вот что касается Кыргызстройсервиса, да, у них 2-й уровень, честно говоря, и они на данный момент дают все необходимые документы для повышения уровня. Соответственно, у них есть введенная эксплуатация объекта. Ну и одновременно у них имелась вот 4-й уровень лицензии, которая, так скажем, просто об этом никто не знал. Понимаете? То есть в свое время, когда переводили законодательство в части лицензирования, вот эти моменты, они, оказывается, подпольно сохранились. Вот реально вам скажу, из 580 компаний, уже около десятки компаний, они уже пришли, оплатили соответствующие сборы, принесли соответствующие все свои документы, и они уже получили 3-й уровень. То есть они уже обновились как компания. И, соответственно, уже госпошлина в размере 150 тысяч сомов уже автоматически начали поступать в государственный бюджет.
Самое главное на данный момент Кыргыз-Курулуш занимается это реконструкцией стадиона Дулина Мирзакова и центральным стадионом города Хараху. На данный момент работы полноценно идут. Вчера я тоже сообщал вашим сотрудникам, что на данный момент там работает более 200 человек. Все демонтажные работы полностью завершены. Сейчас идет монтаж новых конструкций, заборов. Футбольное поле полностью засеяно и уже приступаем к первой стрижке. Кроме этого, все потребные помещения уже практически на стадии окончания ремонтных работ. Сидушки все практически поступают. Первую, вторую партию мы получили. Кроме этого, ждем со дня на день, ждем поступления новых прожекторов. Ну, то есть будет нормальный полноценный стадион. Ну, в Кыргыз-Курулуш какие инновации? Ну, она идет по уже налаженной системе, когда она является генеральным подрядчиком. И, соответственно, в каждом объекте они принимают, самое главное, это экономия бюджетных средств, в первую очередь, и, во-вторых, быстрота. То есть нужно быстро все сделать. То есть мы хотим уйти от системы бюрократии, честно говоря. Ну, знаете, здесь ряд сложностей есть. Население с каждым годом все больше и больше. Даже в селах, таких маленьких селах, как мое родное село, сейчас уже некуда уже построить дома. И, соответственно, мы уже должны переходить уже в многоярусное строительство. Это как? Это обычные этажки. То есть нужно в регионах уже создавать, я считаю, правильным и необходимым политику нашего уважаемого президента, когда он добивается того, чтобы строить дома по линии госипотечной компании во всех населенных пунктах. Без этого у нас будет коллапс. То есть у нас не будет хватать мест для проживания. Мы должны уйти от стереотипа, когда должен быть свой двор, свой огород и так далее. Не, я не против, но имеется в виду вот именно в сельской местности, чтобы мы же любим, чтобы дом стоял на десятки сотках, плюс еще там 50 соток огорода, еще плюс там 3 гектара земли, там пашни, да, грубо говоря. Мы должны от этого уйти. Уже нужно переходить, я считаю, нужен уже более конструктивной части этих жилых домов, чтобы все элементарные вещи были внутри дома. При этом мы должны перейти уже к этажным видам домов. Они должны появляться уже практически в каждом районе, в каждом селе. И вот на данный момент, вот, к примеру, проходит встреча заместителей председателя Кабинета министров Кыргызской Республики по регионам, где участвуют наши сотрудники, мои заместители, которые мне докладывают о том, что уже зачастую поднимается вопрос о создании именно жилых домов для ипотеки. Понимаете? И это не просто так. Мы в ближайшее время уже должны приступить уже к массовому строительству ипотечных домов. Это самая, так скажем, удобная форма приобретения своего жилого квадрата. Что касается ипотеки, вот у меня есть знакомые в Республике Казахстан, в других республиках. Наша госипотечная система — это самая, так скажем, мягкая и самая, так скажем, минимальная. Об этом открыто надо сказать. У нас самые, так скажем, супер привилегии, когда любой человек может приобрести свой жилой квадрат. И это тоже развивается, и надо отдать должное за счет этой программы. Это секрет. Это секрет. Но об этом надо сказать. У нас проблем хватает с незаконным строительством. В любом месте, в любом районе. И, соответственно, мы планируем сейчас, просто ждем сейчас окончания лета, для того, чтобы просто люди, которые пользуются этими незаконными объектами, просто как бы они заработали себе денежные средства на зиму. Не то, что на зиму, а вообще, да, у них было, можно сказать, требование, это в летний период мы хотим проработать, и осенью мы уйдем.
Паркопляжные зоны. В основном паркопляжные зоны. Ну, паркопляжные зоны мы с весны еще пытались. Да, нам хоть что-то удалось, но были моменты, когда люди попросили время на летний период, оставить их в покое, и осенью обещали сами уйти. Ну, будем ждать теперь их обещаний. Уйдут. Если уйдут, это хорошо. Если не уйдут, то будем убирать. То есть в этом году мы собираемся практически полностью, несмотря на зимние холода, заниматься этим вопросом. На следующий год у нас паркопляжная зона, она должна, так скажем, цвететь, блестеть, и чтобы там, да, не должно быть ничего лишнего. Нет, в этой части мы только начали работу, мы начали именно упорядочивание выдачи, и в дальнейшем уже будем, и, как я уже сказал, будут внесены ряд еще изменений в законодательство, согласно которым мы будем уже дальше усовершенствовать именно порядок, не только порядок выдачи, но и требования по надзору за лицензионной деятельностью. Здесь работа именно в части архитектурно-технического надзора. Если строительство идет, если нарушений нет, то никто его трогать не будет. А если нарушения, значит будем лишать. Если какие-либо нарушения в части безопасности жильцов, это вообще это уже уголовная ответственность. А что касается вопроса о том, что эти лицензии не работают, это совсем другое. Ну, штат госстроя на данный момент 58 человек. Это центральный аппарат. Ну, в целом по стране около 2000 человек. Ну, знаете, обвалилось, бывают моменты, честно говоря, разные моменты. Это все-таки производство, это строительство. И нужно понимать то, что не все приходится быть идеальным, не всему. И, соответственно, бывают и ошибки. Если ошибки такие малозначительные, то мы просто ограничиваемся предупреждением. А если более тяжелые, так скажем, ошибки, несущие за собой разрушение каких-либо элементов, то это уже штрафы и вплоть до приостановления лицензии. Кроме этого, необходимо смотреть на качество поставляемых материалов. Кроме этого, необходимо смотреть на профессионализм сотрудников, которые там работают, прорабов, инженеров и так далее, конструкторов. Это все многогранно, и судить по одному из них это неправильно будет. Здесь надо смотреть более объективно и более конструктивно. Долгостроев сейчас, честно говоря, очень много. Это не только частные объекты, но и социальные объекты. Касательно социальных объектов, со стороны госстроя, со стороны Кабинета министров Кыргызской Республики проводится определенная работа по уменьшению этих чисел. И это удается. Если взять в прошлом году долгостроев, если было там в районе 300 единиц, сейчас в этом году уже намного меньше, уже практически половину мы закрыли. И дай бог, в ближайший этот год и следующий год мы практически избавимся от всех долгостроев. Все те объекты, практически которые новопостроенные, нововведенные, вы сами об этом хорошо замечаете, о том, что были спроектированы еще давно, и нам приходится добивать эти проекты, чтобы их просто вводить в эксплуатацию. Я практически вижу, когда со стороны тоже самого Акипресса публикуются моменты, когда вводится новый объект, обязательно пишется дата начала строительства. Это очень хорошо замечаю. И, соответственно, я понимаю то, что вы тоже проводите мониторинг, и это не стыдно, я считаю. Это, наоборот, должны гордиться о том, что нам удалось эти долгострои закрыть. Если мы один закроем, это уже победа. Почему? Потому что это не будет 100, это будет уже 99. В этом году, как вам известно, ввели постановлением Кабинета министров Кыргызской Республики была введена такая система, как уставного капитала. Любая строительная компания, которая начинает той или иной объект, в зависимости от квадратных метров,
должен поставить у себя на счету уставной капитал. Это что? Это может быть денежные средства, это может быть недвижимое имущество, это может быть автомашины. Да, любой вид, так скажем, ценной деятельности, который можно будет в дальнейшем, если в случае возникновения каких-либо проблем и в случае введения, можно сказать, внешнего управляющего, чтобы эти объекты могли быть проданы, либо денежные средства, которые будут израсходованы для покрытия этого же проекта строительства, либо при выдаче потерпевшим сторонам компенсации. И этот уставной капитал на сегодняшний день неплохо начал работать. И уже строительная компания, прежде чем строить, понимает то, что необходимо поставить уставной капитал. И эти деньги никуда не должны деваться. Если они покажут и потом обратно выведут из уставного капитала, мы с ними разговаривать даже и не собираемся. Мы просто намерены их лишить лицензии надо будет. Для каждого объекта имеется свой расчет, это в зависимости от квадратных метров. К примеру, взять, если 2000 квадратных метров, это вот, грубо говоря, свечка, да? Свечка, ну, одноподъездный, 9-этажный дом, панельный дом, это примерно 2500 квадратных метров. Какой нужен уставной капитал? 25 миллионов сумма. Если 30 тысяч, значит 30 миллионов. Но это начало. Мы в дальнейшем также работаем над тем, чтобы усовершенствовать эту систему. Она неплохо себя показала. И, соответственно, мы на этом тоже не останавливаемся и готовим на данный момент ряд новшеств в целях еще не только увеличения уставного капитала, но и усовершенствования этой функции. Если бизнесмен какой-то хочет начать заниматься строительством, он должен иметь в виду то, что у него должны быть деньги. Это в первую очередь денежные средства на приобретение лицензии. Давайте с малого начнем. Потом у него должно быть денежные средства для проектирования. Это тоже немалые деньги. Почему? Потому что в среднем рыночная стоимость проекта по суммарно примерно 7-8 долларов за квадратный метр. Ну, зачастую к нам обращаются компании из Китайской Народной Республики. При возведении особо сложных объектов, это как ГЭСы, тепловые электростанции, такие есть. При возведении объектов по промышленным назначениям, такие тоже есть. Ну, да, надо дать возможность, чтобы они привезли сюда технику и технологию. Все придумано, я считаю, таким образом, то, что все придумано уже до нас. И Китай на данном этапе является супердержавой, у которой имеются технологии и научные, обоснованные, так скажем, технологии и виды строительств, которые определили свое время. Мы должны дать возможность, чтобы их инвесторы приезжали к нам и строили по своим технологиям, и при этом нас научили. Из-за этого был принят приказ Госстроя, согласно которому мы готовы признать и дать возможность предпринимателям, чтобы они строили по нормам указанных республик, либо государств. Это Китайская Народная Республика, Южная Корея, Япония, Соединенные Штаты Америки, Еврокоды, Российская Федерация и, если я не ошибаюсь, там Великобритания. Понимаете, это те страны, которые уже в космос людей запускают. А мы еще не вышли из, так скажем, из одноэтажного дома. Надо дать этим технологиям, чтобы они заполонили нас и при этом дали нам возможность научиться. И я благодарен этим компаниям, что они начали по своим технологиям строить. Мы им готовы помогать и при этом сопровождать их до окончательной ввода эксплуатации. Сколько таких компаний, которые уже начали? Уже несколько. Но, честно говоря, если мне память не изменяет, где-то 3-4 мы уже дали разрешение. Сколько рассматриваете? Буквально неделю. Они нам предоставляют проекты свои же, которые, так скажем, на основании изысканий, местных изысканий, они дают нам проекты, заключение экспертизы вплоть до того. И, соответственно, мы должны просто перевод посмотреть и просто убедиться, что это действительно
ихние технологии. И все на этом. А зачем придумывать эти проблемы и по простому пути? Это, я считаю, таким образом, то, что из моих достоверных источников и из моих, так скажем, умозаключений, такими методами пользовались сами же китайцы в 90-е годы. Они все хорошее привозили, строили, потом делали нормативы. Правильно? Уже прошла она ситу, миллиардную ситу она прошла. И, соответственно, у них осталось все самое лучшее. И мы это должны просто скопировать и у нас поставить. Это самый простой путь. А зачем нам придумывать и давать свои нормы, которые, так скажем, отсталые советских времен? Они этого не понимают. Они, когда наши нормы видят, они чуть ли не в шок падают. Почему? Потому что они смотрят и понимают, то, что мы отстали от времени практически на 50 лет, грубо говоря. Или мы были бы, я понял бы, если бы мы были бы, так скажем, супердержавой, которая у населения хотя бы 70 миллионов человек. Мы тогда могли бы диктовать свои, так скажем, нормы, по которым дали бы возможность работать. А у нас нету таких. Мы отстали, реально надо сказать. Нам приходится сейчас менять практически все нормы СНИПа. Практически все. Почему? Потому что они еще с 70-х годов не менялись. А мы как делаем? Мы берем уже, когда-то мы же были одной страной, большой советской страной, да, Советским Союзом. Мы берем из соседних республик, которые уже ушли вперед, копируем, переводим и ставим у нас. Да практически во всем мире, вот реально. Мы в 70-х годах застряли. И, слава богу, нам удалось сейчас с мертвой точки сдвинуть, и, соответственно, нам уже удалось из используемых 50 СНИПов поменять уже более половины. Мы уже поменяли. И, соответственно, уже работа идет. И, соответственно, уже, так скажем, проектирование уже вышло на новый уровень. Когда проектировщики звонят, просят у нас дать им возможность ознакомления, мы говорим, да, пожалуйста, ознакомьтесь, работайте без проблем. Мы, да, вот месяц назад поменяли, да, мы буквально там неделю назад поменяли. И они говорят, слушайте, говорят, ребята, вы действительно, говорит, там что-то за голову взялись. Мы, говорит, здесь встряли, говорит, и не могли никоим образом решить, а сейчас уже легче. Эти проектировщики говорят. Ну, слушайте, честно говоря, практически ничем. Система нормирования, да, у них чуть-чуть другое, но у нас другое. У нас более, так скажем, советских периодов. Но тот же самый Китайские Народные Республики, нормирование у них каким образом появилось? У них нормирование появилось путем модификации советских и более развитых других Соединенных Штатов, и южнокорейских и европейских стандартов. Они это все в одну кучку объединили, им это удалось. И, соответственно, это дает свои плоды, они когда уже, так скажем, уже хотят, я не знаю, грубо говоря, летающие дома строить, да? У нас есть стенды. Еще как раз хочу заметить то, что у нас мы починили, нам удалось полностью возобновить все стенды. У нас несколько стендов, 3 видов. Это самый большой, средний и маленький. И они все в рабочем состоянии. Но необходимо отметить то, что для испытания одного стенда необходимы большие деньги. Это то есть ее перевозка, установка и так далее и тому прочее. Но это очень сложный процесс. Обычно стенды используются на типовых домах. Но необходимо еще учитывать то, что мир высоких технологий. И сейчас эти все испытания в компьютерном режиме проводятся, то есть по конструктивной части. Есть целые программы для этого. И ошибки практически нулевая. Этими всеми программами мы тоже пользуемся при проведении экспертизы, при конструктировании. Необходимо отметить то, что нужно уже переходить уже более, так скажем, цифровизации всего строительства. То есть легче было. Да, это может показаться, так скажем, безумным, когда довериться компьютеру, но когда-то тоже
Мы не то что мечтали, а во сне не снилось то, что мы по телефону уже в видеосвязи будем разговаривать, правильно? Я даже помню те времена, когда еще крутящий барабан телефона. Это для нас нормой было. И никогда не думал, то, что мы будем вот так с телефоном разговаривать, да, который у нас на сегодняшний день имеется. И, соответственно, мы должны довериться искусственному интеллекту. Вибромашины, ну, честно говоря, это уже прошлый век, реально сказать. И на данный момент вот то же самое взять те нормы, которые пользовались в советский период, это оттуда и пришло эти все вибромашины, честно говоря, из этих норм. И учитывая сегодняшние нормы, они все совсем другие. Искусственный интеллект на данный момент повсеместно используется. Проектирование и проведение экспертизы она полностью проходит в электронном виде, практически сейчас на 99%. Все документацию на проведение экспертизы у нас полностью электронная. И если есть желающие такие компании, которые готовы испытать свои дома именно землетрясением искусственным, то мы с удовольствием это все сделаем. Но необходимо учитывать то, что ехать и испытывать каждый дом по отдельности, ну, смысла нет. Надо довериться. И при этом надо сказать то, что требования у нас в Кыргызской Республике именно в части строительства одни из самых высоких. Даже наши друзья из других стран, инвесторы приезжают и говорят об этом, тоже можем похвастаться. Есть такое понятие, тем тяжелее дом, ну, для обыденного человека. Я об этом тоже так же думал. Если тем тяжелее дом, тем она крепче, нет, наоборот. Тем легче дом, тем она безопаснее. Мы на сегодняшний день по нормам запретили использование тяжелых кирпичей, жженного кирпича свыше 5 этажей. Уже вверх уже должны идти газоблоки, либо газосиликатные, так скажем, заполнения, уже легкого варианта. Да, на них ты телевизор не повесишь, но она в здании легче. А, соответственно, тем тяжелее, тем она больше опасна. Об этом надо сказать. И любой конструктор, любой, так скажем, понимающий в этом деле человек подтвердит эти слова. Там на месте бывшей колонии там строится эта туннельная система. Это уже более, так скажем, тяжелая версия. И при этом она идет практически полностью монолитной. То есть там нету тех элементов, которые могут упасть на человека. То есть это не карточный, это туннельный, там целые, так скажем, опалубки ставятся и на них бетон заливается армированный. Крепче ее уже нету. Честно говоря, она и удар, можно сказать, танка выдержит, если так образно сказать. И это очень хорошие дома. Слушайте, вот Осман, честно говоря, никто не верит, но это вполне реализуемый проект. Там земельный участок уже готов, уже есть. Сейчас решается вопрос инженерно-технического обеспечения. Проект детальной планировки практически разработан. И я считаю таким образом, то, что Осман, она рано или поздно будет. И это не просто там вымысел, а это реальный проект. Земля стоит. И на данный момент, насколько я знаю, проводятся работы по привлечению инвесторов. И я думаю, если одно здание там начнется строить, это будет как цепная реакция. Потом мы не остановим ее. Дай Бог. Ну, ряд сотрудников, честно говоря, именно таких, чтобы за руки словить, и таких не было. Но доходили когда слухи о том, что либо говорили о том, что кто-то получает денежные средства и так далее, коррупционные элементы, и ряд сотрудников уволили. Не только госстроя, но и подведомственных управлений. Когда были приняты незаконные решения в части архитектурно-технического советов и решения
главных архитекторов, мы несколько архитекторов, можно сказать, сняли, занимаем должность. Это архитектор Аламгинского района и в Джалалабадской области несколько архитекторов. И на данный момент мы дали предпочтение отдать такие должности именно более молодому поколению, у которых именно взгляд уже на жизнь совсем другой. Создали департамент градостроительства и архитектуры, и всеми архитекторами на данный момент уже занимается уже целый департамент. На данный момент органы архитектуры уже, могу сказать, проснулись и уже работают, так скажем, в новом темпе. Зачастую мы отдаем такие должности уже более молодым, энергичным ребятам, которые, так скажем, готовы ночевать и крупными сутками работать. То же самое взять вот самого же департамента. Это департамент раньше назывался ГПИ, проектный институт. И, честно говоря, она уже как бы превратилась, можно сказать, в получастную лавочку. И исходя из этого, мы там, я очень сильно уважаю возраст, но очень много было сотрудников возрастного поколения. И, соответственно, мы многих уже сопроводили в пенсию, на заслуженный отдых, а сейчас 90% уже молодые ребята. Ну, личных планов — это полностью модернизация госстроя, реформа. Да, конечно, есть свои сложности и нюансы, которые нужно будет преодолеть, но в целом я уверен, что мы идем по правильному пути. Мы должны в такой переломный момент не сидеть и заниматься бюрократией, а заниматься реальными делами и постараться, чтобы это все систематизировать. Это самое главное. Лично как руководителю госстроя тоже хочется, чтобы остаться в истории как реформатор, а не как рядовым, так скажем, руководителем. Об этом надо мечтать. И в планах, я думаю, мы до конца года еще не раз реформу проведем, которые на данном этапе делаются, и будут конечные итоги. Постараемся на этом не останавливаться, будем добиваться, чтобы наша маленькая страна только развивалась, и каждому бизнесмену, и каждому инвестору было приятно здесь находиться, и при этом вкладывать свои денежные средства в развитие нашей экономики. Это самое главное. Когда у нас будет сильная экономика, значит и будет сильное строительство, сильные люди и сильная нация. И мы осуществим свою мечту, мечту возвышенности и равенства с другими государствами и, так скажем, быть гордо с поднятой головой. Главное — развитие, мы не должны останавливаться. И непременно нынешняя политика руководства страны, она является самой правильной. Я как молодое поколение об этом очень даже, это я очень хорошо вижу. И вижу сильное плечо государства как поддержку со стороны государства к молодому поколению. На сегодняшний день есть все возможности для реализации, все виды, так скажем, жизнедеятельности доступны, и нужно только поддерживать. И я думаю, если мы будем идти рука об руку, мы всего добьемся.